ребята, контент нужен. Это мой глушитель. Вот так вот он выглядит. Вот это все болтается здесь. Он уже бился там, короче. В общем, все было не очень хорошо. Ножовкой замучился пилить. Ну, пилю, неудобно. Короче, глушитель тот чуть-чуть длиннее. Мне нужно чуть пильнуть его. Договорился с ребятами, вот шашлычная, что там можно будет воспользоваться их розеточкой. Идем включать. Спасибо. Так. Добрый вечер. Добрый вечер. Подписчик ваш. Очень приятно. Что, глушак что ли или что? Да. Отвалился или что? Я купил новый, там дождь был, я там не стал делать. И сейчас он получается чуть-чуть длиннее. И как бы вот новый глушитель сейчас поставлю. Все на ходу, все как положено. Видите, все с камерой, все как надо. Любуемся вашим видео всегда. Нет, а вы где живете? Я вообще томутский. Томотский? Томутский. Понял. Сегодня я был в Томоте, был вот в этой вот, как там называется, церковь, туда ходил. Потом делаю видео. Я сделал на телефон пока с этим, с этим служителем, он мне показал даже там вот это все эти места. Здесь просто подрабатываем маленько. В отпуск пошел на основной работе. Понятно. А вот на автобусе что ли? Автобусе. Понял. Ну, дело хорошее. Ну давайте, удачи вам, ждем Спасибо. видео. Спасибо Давайте. большое. Ладно. Давайте, удачи. Еще Давай раз, руку, ёпки. Ладно, Давайте. всего доброго. Спасибо. Так, я там отпилил. Сейчас я уберу, пока положу. Пойду померяю. Может, еще надо чуть-чуть будет, ладно? Сейчас пока провод уберу, чтобы он не мешался. Ну что, пойдемте замерять. Шедевр. Отпилил так, кривовато. Ну, ничего страшного. Вот так. Сейчас будем мерить, ребятки. Так. Чуть-чуть не хватает. Маненько, ребятки. Самая маненько. Прекрасная. Как там говорится, помните? Далеко. Не будь ко мне жестоко. Вот так вот. Так. Есть. Проверка. Опа. Так. По приблизительным прогнозам хватает. Глушитель у меня сейчас стоит по вертикали. Максимально вниз, он больше не сядет. Это здесь хомутом, а здесь еще будет еще один хомут. Ну, короче, примерно это будет вот так, друзья мои. Приблизительно. Друзья, всем доброго. Мне тоже. Алдан ночевал здесь. Вчера делал глушитель. Сделал, поставил, отпиливал. Ну, в общем, все работает, все нормально. И вчера же сделал видео. Сейчас я нахожусь уже в верхнем Алдане, а вчера был в нижнем там еще. Значит, почему я здесь? Потому что я развернулся там. Приехал сюда, развернулся потом здесь на перекрестке, стал в эту сторону и ночевал вот так вот. В это направление вот так. Почему я так сделал? Потому что здесь есть 4G, а там внизу возле Гиви нету 4G. Там H+. А мне нужно было выложить видео. Вчера выложил видео, сделал премьеру. В общем, лег во сколько? 2:30 ночи, в 6 встал. Или во сколько? В 2 я лег, я не помню, примерно. Вот. Видос я сделал еще в Якутске. А вчера я только его, грубо говоря, выложил, там теги прописал и так далее. То есть на все это уходит время, друзья. Так вот. Кто-то гараж проколол, друзья. Сколько ездил здесь, он постоянно был надутый, а сейчас все сдулся. Может, лето пришло, а может, правда, уже материал, из чего он сделан, подпортился. Это был Немнер. И что вам хочу сказать, друзья. Реконструкции заметно улучшились. То есть я делал предыдущий рейс, здесь ехать было практически невозможно. Мало то, что сейчас уже стало более гладко, уже асфальта кусок там кинули длинный. Так что, ребятки, идет работа на дорогах. Не знаю, как авральным темпом, но быстро. Могу сказать так.
достопримечательность. Поклонный крест. Освящен епископом якутским и ленским романом. 19 сентября 2013 года в честь 20-летия возрождения православия в Якутии. Сооружен и установлен трудами работников ОАО ХК Якут-Уголь и ООО Дорожник. Вот такой вот поклонный крест, ребята. Видите, оладушки оставляют, сигареты, денежки, печенюшки, конфетки. Надо будет оставить денежки. А вот, собственно говоря, и красавчик Тит во всей красе. Сколько идет про него разговоров, друзья. Сколько он преподносит и сюрпризов, и, можно сказать, неистовых мучений даже, можно так назвать. Те, кто не подготовлен к этому великолепию. И вот такая красивая гора здесь. Ну что, это, как говорится, как мост, ребятки. Хабаровский или Владивостокский золотой. А тут своя природная красота, достопримечательность. Друзья, Большой Хадыми. Здесь на одной из кафе недавно случился страшный пожар, но не сколько на кафе, а на подсобных помещениях. Вот. Сгорела крыша, сгорело еще вон там здание стояло. Хорошо не сгорела кафешка, пожар не перекинулся туда. И мне, значит, прислал видео мой подписчик из Якутии, Саша Эверстов, спасибо. Ссылка на видео будет в описании. В группе ВКонтакте будет видос этот. Как там, что происходило. Слава богу, без жертв обошлось людских. Ну, там, рискуя жизнью, люди спасали технику, выгоняя из гаража. Страшное дело. Ребятки, нахожусь в Нерюнгри. Проехал Нерюнгри, кафе Сакура. И как вы думаете, чем я тут занимаюсь? Правильно. Вы уже услышали голос. Камера хорошая, хорошо голос передает. По вам. Встречайте. Всем привет. Всем доброго времени суток. Ахмедыч у нас в гостях. Решили сегодня мимо меня едет. Как не встретиться с Володей-то? Вчера разговаривали, Ахмедыч сделал стрим, я сделал видео. И зашел на стрим к Ахмедычу. И там договорились, что встретимся. Вот встретились, посидели, по чайку, соответственно. Я уже денег успел заработать, но да. Не Ахмедыч дал. Это вот тут мне форсунки надо перевести. Ну вот, такие дела. Так что... Видишь, от встречи хорошего людей одна польза только. Да. А так ты мимо прошел бы. Даже деньги и то появляются Да. от встречи хороших людей. Ну вот так вот, ребята. Так что заходите к Ахмедычу на канал. Он делает стримы классные, мне нравится. Актуальные темы поднимает, которые надо. Так что И всем скажу, на Вову подпишитесь обязательно. спасибо, Ахмедыч. Так что Сколько я знаю, вот самый позитивный дальнобойщик это Вова и Таков Транс Андрюха. да, улыбаемся. Да, Так никогда вообще не тоже унывает. улыбается. Вот это правильно я считаю. Видео мне нравится, снимает хорошо, разговаривает, приятно слушать. Так что вот такие дела, ребята. Не отключайтесь. Все будет хорошо в дальнейшем. Ладненько, всем пока, всем удачи. Друзья, ну вот встретился с Ахмедычем. Вчера договорились, встретился, приехал быстро. Вот, посидели, чай попили. Я, ребятки, поехал дальше. Значит, Ахмедыч на своем канале выложит видео. Я потому что только вкратце снял, а в основном Ахмедыч вел видео. Так что заходите к Ахмедычу на канал, смотрите. Вот, а дорога, говорю, одна, да? Вот и Ромка встретился опять на трассе, остановился, подошел, молодец. Все, поехали. КамАЗ не поднялся, про который подъем говорил, резину жжет. Сейчас будет повторно, дубль 2. Одноосный КамАЗ, ну а что делать? Ребятки, доброго. Короче, тут поехал я уже с Невера сегодня с утра. Человеку надо сейчас дать этих стрикс, или по-другому называть зип-тай. Закрылся горняк, все. Машина не едет. Ну или вообще, не знаю, что. Полностью перекрылся горняк, что даже не заводится вроде как.
На трассе еще такой месяц стоит. Капец. Вот уже, говорит, второй день стоит, всякими этими занимаются. Сейчас, говорит, собирается перекрыть воздух. Ну, то есть по WhatsApp, там, во всех уже поспрашивали. Собирается воздух перекрыть, чтобы туда не подавалось, ну, давление на горняки, короче. Вот, я говорю, тебе бы до Невера еще доехать бы до Большого, да, тут недалеко. И там уже думать, а то стоит целый месяц, представьте себе. Да, вот здесь вот на дороге. Здорово, Жека! Родной ты мой! Держи. У меня в этом бардачке надо. Да. Пошли. Нормально? Ну вот она как выглядит сейчас. Непонятно, что это такое. Гусеницы резиновые. Вот такая вот штуковина. Американец везет. Так, я не понял, что-то комбайнная. Интер тащит. Так, ребятки, значит, налил на архарушки воды. Водичку дает она свежую, чистую всегда. Архара, кафешечка, родник. Значит, затарился водой полностью, налил дворники, стеклоомыватели, покушал. Что я ел, значит, картошку, пюрешку с поджаркой, компотик и кальмарный салат. Всегда все на высоте здесь, вкусно, не знаю, мне нравится, как готовят. Хотя все просто, но вкусно. Правда, цена что-то подросла, может быть, 450 рублей. Ну, кальмар дорогой, поджарка тоже не дешевая. Ладно, ребятки, поедем дальше. Что там нам говорит навигатор? 5 часов 34 минуты, 6 часов, а сейчас 7 вечера. Час ночи, будет 1:30 дома. Ехали в еврейскую автономную. Как только пересекли, все. Вот здесь у меня в подстаканнике стояла кружка с ложкой. Пришлось ее поставить на пол. Потому что все стало греметь, тарахтеть, звенеть. По Амурке шли. Я даже забыл про нее, что там ложка у меня с кружкой лежит. Стоит, вернее, в этом подстаканничке. Представьте, вот такая разница. Ну что, ребятки, мосток через Амур. И я дома. Друзья, сегодня ночью приехал из рейса. И сейчас еду на погрузку. Значит, тут я приехал на погрузку. Это ладно. Ничего такого необычного. Я же должен посмотреть машину, там, телегу и так далее. Посмотрел. Ничего необычного. Как вы думаете? Вот эти вот шпильки сколько еще выдержат? Здесь 400 килограмм. 400, ребята, килограмм. Это вырвало. Я думаю, она оторвется, ну, в ближайшее время. То есть я даже, может быть, с базы не успею выехать, ребята. Она сейчас, пока машина никуда не едет, она уже шевелится и отрывается. Вот так вот. Пренебрегать правилами технической механики, друзья. Надо срочно как-то перелиться. А у меня насоса нету. А Женька забрал его в дорогу. Якутия дает о себе знать дорожными своими условиями. Жестко. От слова жесткач. Как я его не потерял. Как вы говорите, машина не готова к Якутии, да? Зимой в холода, да? Однако я всю зиму отъездил. Думаете, это везение? Это, ребята, не везение. Это, ребята, труд. Ну, я сам, как говорится, этого хотел. Поэтому можно же было, как там ребята нам говорили, мне на новой машинке, да, там. Ездил бы и горя не знал, да? Нахер тебе все эти колхозы? Можно и так, в принципе, подойти к этому вопросу. Вот таким образом. Но я выбрал свою дорогу и не жалею об этом. И поэтому я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю.
что наша жизнь игра. И кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой, да? Это Остап Бендер там, помните? Усугубляется это дело тем, что сейчас уже день на дворе. Завтра мне выгружаться во Владивостоке, а потом загружаться там же. Но я даже не про это усугубление, а про то, что у меня сегодня у дочки день рождения. Я хотел сегодня с ребенком побыть. И ради того, что мы вот это все делаем, да, это еще нужно понять, нужно ли вообще вот эта вся движуха. Ну ладно, ребятки, находите в жизни главные моменты, самое главное, и достигайте этой цели. Идите на пути к своей мечте, к своей цели. Выберите именно главные моменты в жизни. Не ошибитесь. А то они могут оказаться не главными, а вы выбрали и идете по этому пути. Вот в чем дело. Я сегодня шофер. Так, Андрей, подожди, сейчас я тебе налью горячий кипяток. Водитель сказал, всех развезет, и всех развезло. Друзья, давайте я вам расскажу самую малость. Самую, можно сказать, малость. Значит, сегодня я сейчас в ночь отправляюсь в Владивосток. Времени сейчас 0:34. 0:34, это у нас 12:30. Солярка заправлена, масса заправлена, колеса, значит, накачаны. Дальше, сегодня у меня оборвался бак, как вы помните, да? Значит, я слил солярку, перекачал свой бак, он сейчас пустой. Подвязал на 3 стропы. Он там прижался плотно и стропами держится крепко. Бак пустой. Поэтому оторваться он не должен, потому что натяжки тут нормальные. Ну, что еще сделал? Ну, в принципе, и все. Но пришел я сюда где-то в 11, даже нет, 10:30 вечера. И вот только сейчас готов ехать. Предстоит сейчас сложный рейсик, потому что, короче, работа есть. Так. А кто у нас пропускает работу, прозевывает, да? Тот, грубо говоря, и потом и не работает, а сосет лапку, верно? Поэтому, ребятки, если есть поток, если ты договорился или как ты работаешь с поставщиком, да, или как это называется, кто предоставляет тебе работу, нужно его не подводить, друзья мои. Поэтому в ночь, поэтому надо, поэтому поеду, ребятки. Красивые вечерние буковки. Вот где я был, на этой базе. Сейчас съехал, ну, короче, что-то, видите, гаишники что-то за кем-то погнались, по-моему. Видите, с мигалками. Стой, говорит, да? Это что он ему говорит, не знаю. Не хочет тут останавливаться, походу. Короче, я все-таки поспал этой ночью. Повалялся пару часиков, наверное, подремал. У меня есть корефан Виталя, который однажды со мной на скамейке ездил во Владивосток на Скане. Тогда, когда мне сломали коленко эту кофеварку. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что недавно он купил лодку, вот похожую на такую. Вот. И что самое интересное, Виталий организовал на YouTube канал давно уже. А вот сейчас только выложил первое видео про то, как он испытывает эту лодку с мотором 5-сильным, как-то там называется, китайский мотор, который очень дешевый, который довольно неплохо едет. По течению 30-ку. Вот. Смотрите видео. Ссылочка в описании. Цель достигнута. Все, ребятки, успешно выгружен. Пришлось подождать, пока придут, чтобы документы подписать. Поехал я во Владик на другую погрузку. Думаю, что там грузить меня будут пару дней. Поэтому сегодня, наверное, я посплю до вечера. А там видно будет. У меня утро. Значит, я на погрузке во Владивостоке, как приехал. Вчера отдыхал, потому что после рейса уставший. В общем, набрался сил, сегодня рано встал. Без будильника. Плохо, что дождь. Проблем с машиной много.
всяких мелких. Сама машина молодец. Фрейтлайнер, Америка, молодец. Выносливый, терпеливый, до ужаса просто. Столько терпишь, что другая бы, наверное, сломалась. Ладно, давайте конкретно. У меня оторвался бак. В дороге бак я не сделаю. Я принял решение сделать сейчас, позаниматься баками, потому что там нужна будет сварка, уголки и так далее. Поэтому полезу под низ. Мне нужно будет сделать еще отрегулировать сцепление. Дальше мне нужно будет закрепить фару, чтобы я не потерял вот этот глаз красивый, очко. Вот, потому что там надо как-то закрепить на резинке, я так понимаю. Видите, он уже держится еле-еле, где-то на крайних этих. Вот. Нужно просто с помощью резинок его притянуть. Потому что крыло играет, видите? И все кронштейны, которые я прикрутил, они, грубо говоря, уже отломились, они не выдержат. Тут нужно делать усиление крыла. Когда это произойдет, вы понимаете сами, что это целое дело, нужно снимать капот и так далее. То, что этот бампер некрасиво выглядит, и что он взорвется, но он уже отрывается, по-моему, полгода и не оторвется. Некрасиво, конечно, не спорю. Просто уродливо, ребята. Но это сейчас не главное. Сцепление, я считаю, сейчас более главным моментом. И бак. Вот два основных сделаю. Потом дальше будет видно, чем займусь. Под машиной не так мокро. Вот буду сидеть здесь сейчас и придумывать. Вот у меня он сейчас подвязан, он пустой. И вот эти кронштейны, видите, оборвались. И там, собственно говоря, тоже не такая уж толстая железячка. Это все держится еле-еле. Так, ребятки, рубрика «Что бы это значило?». Зачем на мне очки? Сейчас я вам расскажу. Стульчик, да? Электропровода, болгарка. И, соответственно, то, что я хотел показать. Вот так вот. Друзья мои, что это значит? Здесь должен стоять аморточ, но его нету, да? Аморточ я уже снял, ребята. А вот эта штука была на аморточе. Хорошо он был прикручен, хорошо, и вот так стоял. Он не упал никуда, там, ни в колесо, никуда. Просто, может быть, он не так и давно оторвался. В общем, он прикручен был на аморточе. И все это, грубо говоря, стояло, не упало. Ах, друзья мои. Это было вот так. Где-то я хватанул ямку. Честно говоря, у меня было пару таких случаев. Прям чувствую, прям правое колесо. Да, вот оно, одно из них. Наверное, это сталь. Просто высокоуглеродистая сталь. Я сточил эти шляпки. Сточил. Здесь они были, ну представляете, да? С той стороны гайки круглые. Я их не могу открутить никак. Поэтому сейчас я буду пробивать туда болтики эти. Снимать этот кронштейн, потом этот кронштейн искать. В общем, я сегодня то, что говорил по планах. Значит, на то, все, 5-10. Я забыл вам сказать то, что надо масло поменять. Масло я уже поменял. Фильтра поменял, все поменял. Ну и пока тут лазил, вот обнаружил, что у меня аморточ оторванный, друзья. Так что дополнительная работа, которая вообще дополнительная, которую совсем не рассчитывали на нее. Ну, блин, что делать, вот так вот она в жизни происходит. Дождь немножко кончился, а так все под дождем, весь мокрый сейчас. Сейчас буду вытаскивать вот это, пробивать, выбивать, отодвигать и так далее. В общем, болты снялись легко. Я чуть-чуть туда подцепил с дубилом. Немного. Сбоку раз, и она сразу отошла. Сразу же. Вот она. Эта штука. Вот болтики. Эти гайки. Я бы их никак не открутил. Ну вот так все получилось. Единственное, что на этом болту, видите, специальный вот этот кронштейн, на котором висел, ну, висит проводка там и так далее. Проводку, кстати, несло в рабочее время. По счастливой случайности здесь был грузовичок Женьки Бати. Короче, на нем сейчас поеду на авторазборку, где френчи, чтобы купить этот кронштейн. Взял с собой его образец и болты 2 штуки на всякий случай. В грузовике, ребята, езжу, постоянно приходится влево здесь уходить, видите? Мостик не выдержит грузовик. А мы по мостику сейчас жахнем. Давненько не ездил, я уже не помню сколько. Лет, может быть, 20. У меня, конечно, грузовик, но маленький сейчас, поэтому можно. Считай, легковушка. А вот здесь вот, ребятушки, я помню, на Мане ездил. У меня были погрузки на Нейбута в конце. Здесь поднимался я с улицы Снеговой. И потом я на Мане крутился на мосту.
Крутился на мосту вот здесь вот, друзья мои. Здесь вот я на Мане ездил. С легковушками вместе. Все мне тут уступали дорогу. А я на фуре, понимаешь ли, катался здесь. Другого варианта я не знал. Честно говоря, до сих пор не знаю, как проехать на грузовике на Нейбута. Где вон человек с контейнером, тоже на фуре. И тоже направо. Других вариантов нету. Там только направо можно. Но вот этот вот заворотик, я вам скажу, не для фур однозначно. Сейчас я вам покажу его. Смотрите, а лестницы-то ржавеют. Ржавеют, однако. Ржавые совсем. О, фура поворачивает со второго ряда. Все правильно, других вариантов у него нет. Так и я делал. Вот этот поворотик. Особенно для фур. И прямо едем на зеленый угол. Нам туда, на разборку запчастей. Ой, на разборку франчевую, ну, американскую. Нейбута там же. Так, ребятки, зеленый угол, подъезжаем. Нам будет надо налево. Вот здесь. Вон туда. А на Нейбута прямо. Зеленый угол. Стояночки. Где торгуют машинками. Много-много здесь машинок, друзья. Собственно говоря, Дром.ру это практически все здесь. Вот они стоят, родные, беспробежные. А может, оно и пробежные. А может, и перекупные. Поломанная, починенная. И на продажу ее. Все может быть. Но в большинстве случаев беспробежные по России. Так, ребятки, проехали почти весь зеленый угол. Едем вглубь. Вглубь, еще раз вглубь. Может, заодно я на Делику запчасти тут увижу. Может, где Делика разбирается. Моя квадратная. Мне от нее двери надо, еще кое-что. В общем, едем. Сказали, что где-то там грузовики разбирают. Так, пошли грузовички. Насчет американских не знаю, но грузовички пошли. Ребят, привет. А не знаете, где американцы разбирают? Американцы? Да, грузовики. Дальше еще? На 16, в самом конце и налево. Ага, понял, спасибо. Дорожка, я вам скажу, тут, конечно, не очень, но сопку разработали. Раньше, по-моему, тут не было. Может, я ошибаюсь, кто местный знает. Здесь, не знаю. Может, раньше надо было свернуть. И он что-то стоит у нас. Американец стоит. Но это, скорее всего, рабочий. Друзья. Привет. А где американцев разбирают? Без понятия. Где-то здесь. Вот человек, он Это кто? Ага. Привет. Подскажи, пожалуйста, где разбирают американские грузовики? Где-то здесь. На 16-м и налево. Это 16-й налево? Или там дальше? А, вот там еще есть дорога, да? Ничего нету? Ладно, просто ты, может, не в курсе, не сталкивался, да, наверное? Отправщики? Бля, кого ж спросить-то? Ладно, понял. Поспрашиваю еще. Короче, я проехал туда дальше, назад. Но там нету. Все. Это, скорее всего, где-то вот здесь надо зайти, потому что тут народ не сильно тоже знает вот эти вот. Не знаю, ребят, катаюсь, уже уехал вниз куда-то. Что-то какая-то ерунда, ребята. Короче, ребята, обнаружил сверху. Вон они, кабины стоят. Хрен бы я тут догадался. Тут, короче, жесть. Вон они. Как туда попасть? Вопрос.
Капец. Капец. Ну ладно. Я где-то тут двигаюсь по наитию. Что такое наитие? Да кто его знает? Но слово такое есть. Если никогда здесь не был, и вот если тебе бы никто ничего такого не говорил, то хрен бы я это нашел. Это если только квадрокоптер бы запустить, вот квадрик бы мне здесь не помешал однозначно. Квадрокоптер, друзья. Вещь. А где американские грузовики разбирают? Вот здесь? А к кому подойти? Он здесь? Собаки грызутся? Собаклайды. Короче, здесь. Я не стал там на разборке снимать. Несколько френчей, несколько кабин, 2 рамы, причем одна из них была 2005 года. Скажу вам один нюанс, друзья мои. Вот 2005 года. А 2001 года там идет такой кронштейн прямой, и на конце у него толстый такой, ну так скажем, болт, который он впрессован в этот кронштейн. И вот тот, ребята, кронштейн, по-моему, чтобы его сломать, я не знаю, какие нужны усилия. А вот этот, пожалуйста. То есть 2005 год. Это какая-то... Я не знаю, как это правильно сказать. Короче, идет ухудшение качества для того, чтобы покупали детали. Наверное, так. Насчет облегчения веса я бы не сказал. Тот, ну, тяжелее, я не спорю. Может быть, даже в 2 раза. Тот кронштейн тяжелее, но он реально надежный. А вот этот, видите, раз и сломался. Вот так оно, ребят. Ну хорошо, кронштейн есть, болты есть. Все, еду на базу. Дорогу, главное, нашел. Это хорошо. Слышал я, ребят, такое выражение, что зеленый угол раньше назывался гнилой угол. Почему гнилой? Потому что здесь все время сырость с моря. И постоянно туман практически. Да только в какую-то хорошую погоду здесь все хорошо. А так в основном здесь очень сырая погодка. Кстати, новые дома строятся, а дорога, по-моему, вот это только одна. Интересно, как тут зимой будет. Всем, что я на маленькой машинке, ребятки, выехал я с другой дороги. Не поехал я на угол, на зеленый туда вверх, а выехал, получается, на Нейбута или какая-то улица. В общем, по ней я раньше ездил на грузовике. Как тут улица называется? Сейчас посмотрим. Нет на номере. Номер на доме. Нет номера на доме. Ну ладно. Не важно. Важно то, что я объехал это даже более хорошо, чем туда заезжал. Все. Заезжал я, други мои, вот здесь. По вот этой вот улочке. Вот здесь, помните, да? Резко наверх. Ну, ничего страшного. Теперь я знаю дорогу туда, ребята. И туда моя тропа точно народная не зарастет. Потому что мне там есть чего взять. Пока стою на погрузке, паук паутину сплел. Так, что еще хочу сказать. На улице идет дождь. Беспробудно, беспросветно. Постоянно. Короче, пока идет дождь, я занимаюсь в салоне. Сейчас я покажу, что там происходит. Тут было грязно, поэтому наследил. Сейчас уже не до уборки, потом перед рейсом все это сделаю. И смотрите, что у меня тут сейчас происходит. И как вы думаете, ради чего это все? А? Вот это вот все. Ради чего? А? Ладно, расскажу в 2 словах. Значит, вот там вот датчик, вот этот вот, он шипел. Мне нужно было с него снять маркировку и сделать замеры. Он, короче, нормально в замкнутом состоянии. Пока на него не подается воздух, он замкнутый. Воздух подается, он размыкается. Я записал номер его, выкрутил его, закрутил обратно. Значит, дальше магнитофоном сейчас мучу. Я купил вот эту вот рамку железную, вставил ее, закрепил, вставил магнитофон. И сейчас нужно сделать так, чтобы магнитофон дальше не проваливался. Он здесь должен упираться. Вот это расстояние мне сейчас надо компенсировать. Буду компенсировать уголками. Они будут на себя брать еще теплоотвод. Потому что здесь радиатор. Вот. Дальше, ну, соответственно, я снял вот эти панели только для того, чтобы туда подлезть можно было. Значит, туда бы и не подлез. Ну, одно за другое, понимаете, да? Одно за другое. Потом буду
собирать обратно панельки и припаивать, если по возможности, ну, вот эти кронштейны все. Одновременно у меня там идет рендер видео. Сегодня видео выйдет. В общем, вот это все, что вы видите, это все нужно, это прям все нужно, необходимо. И тестер я прозванивал, и вот эта штука, чтобы увидеть этот самый номер, потому что это, ну, как бы такой, как говорится, на глаз одевается, еще дедушкин вариант. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Ребята, вот так вот. Мой дедушка был часовым мастером в свое время. Войну прошел, значит, вот так. Очень хорошо видно, близко, как микроскоп практически. Самодельная штучка. Вот эта пружина от часов. А вот это полностью самодельная, из алюминия какого-то, не знаю, с чего там, ну, с чего-то заколхожено. Ей уже больше, наверное, 50 лет. Ребят, вот, из двух уголков сделал опору для вот этой штуки. Опора, вот, на магнитофон. Вот так она выглядит. Все, дальше магнитофон не будет двигаться. Это его нормальное сейчас положение. Итак, ребята, вот, внимательно смотрите. Здесь не было кронштейна. И здесь еще его нет. Здесь должен быть вот такой же. Вот здесь. Один почти готов. Видите, специально оставил, чтобы показать вам, что внутри сетка. Сюда припаял вот такую сетку, впаял ее, потом заплавил. Вот, еще наплавлю немножко, усилю. Все, то есть сначала я вот это приплавил, сетку выгнул как мне нужно по размеру, чтобы она прикасалась. В итоге потом заплавил пластиком. Четко. Потом дырочку просверлю, отверстие. В общем, пошла нижняя. Вот она. Верхняя уже готова. Можно потом ее подточить, обработать, но ничего страшного. Она уже хорошая. Вот нижнюю сейчас буду это опаивать. Тут ее уже саму припаял к этой. Четенько будет. Господа, день отправки. Это я зашел сейчас мокрыми руками взялся, потому что я немного мокр. Я уже сполоснулся, то есть, грубо говоря, умылся, называется. На улице дождь так и не переставал. Вот в таком я сейчас состоянии. Весь мокрый. Нахрен. Все, отправляюсь в рейс, господа. Я поехал, друзья мои. Дождь все время был здесь. Машиной я толком не позанимался, зато позанимался панелью. Покажу, что у меня в салоне, ребятки. Вот так вот. Вот так вот. А вот так сейчас выкладывается видео на YouTube, заливается. Вот такие вот дела, друзья мои. Все в рабочем режиме. В общем, друзья, в Владивостоке дождь идет уже какой-то 4-й день. Вот так вот, не переставая. Этим рейсом вот сейчас ехал с Владика. Что-то сидушка стала опускаться. Самопроизвольно, потихоньку опускается, как будто там дырочка маленькая. Где-то воздух выходит. Я раз поднял, два поднял. Короче, вчера смотрел видос про американских водил. Короче, как там один Петербилта затюнинговал. И, короче, все, кто на классиках ездит, у них мода, или как скажем, стиль, чтобы сидушка была опущена максимально низко. Короче, я опустил ее до конца сейчас тоже. Вот с самого Владивостока еду вот так. Руль плохо не опускается ниже. То есть вот максимально опущен сейчас. Честно говоря, в принципе, неплохо. Относительно удобно. Амортизатор сейчас у меня вообще выключен, он не работает. Но еду как почти в легковушке. Расположение ног вот такое вот. Вот взгляд камеры от лица примерно вот так. В принципе, по зеркалам видно. Вот, с зеркало даже тоже видно. Вот если бы руль сейчас ниже опускался, вообще было бы четко. Удобно, не спорю. И то, что сидушка не подпружиненная, ну, как скажем, не на воздухе, да? Ничего, нормально. Не так уж он и прыгает. Но, во всяком случае, по такой дороге. Как будет там по бездорожью, ну, вот как на Якутск идти, там я не знаю. Ну, вот пока еду так, ребятки. Прикольно, с одной стороны. Стиль. Стиль классика называется. Так, ребятки, Сибирцево. Я решил заправиться. Помните, как в тот раз у меня солярочка завершилась и заправки не работали? Пока, думаю, день на дворе. Заправлюсь-ка я на всякий случай.
Короче, реклама, двигатель торговли, да, говорят. Есть такой момент. И вот тетенька мне продала на заправке диск. Тут всего-то, извиняюсь, 11 песен за 150 рублей. Но это же считается разводом, наверное, да? Ну, развод в том случае, если меня обманули. Но я сам согласился. Молодец, тетенька. Если не тетенька бы, бизнеса бы не было. Все, поехали дальше. Буду диск слушать сейчас какой-нибудь. Ну, или какой-то, не знаю, что там за песня. Шансон, что ли. И вот с этого момента, друзья, начинается ремонт бампера, ребятки. Вот. И сегодня я попробую заколхозить еще бензобак топливный. Приехал за металлом. Это для колхоза топливных баков, усиление на лонжерона. А вот это для колхоза бампера, ребятки. Вот. Вон те штучки все. Вчера приехал на 12-ку. Поставил машину вечером. Сторож сказал, места есть. Я поставил ее вот так. Потому что если бы я поставил ее вот так, то вообще бы там было бы сложно. Ну не знаю, помешал этому. Наверное, никому не помешал. Пришлось подушки поднимать, чтобы бампером переехать вон через ту плиту. Иначе бы она еще торчала сюда. В общем, вот так, ребята. Друзья, всем доброго! Вчера поставил бак. Значит, я не показывал, но это рутина такая, знаете. Покажу сейчас, что именно я сделал. Значит, он раньше у меня на веревках же был, да, и пустой. Потому что, в общем, было все плохо. Смотрите, вот этот уголок, он, ну, как бы двутавр, он не такой уж и толстый, да, но он каленый. И, в принципе, получается, бак держался на вот этой полочке, внутри там и там. В итоге он заднюю часть выломал, а вот эту расшевелил. Значит, что я сделал? Видите, сейчас уголок здесь. С этой стороны тоже уголок, два уголка. Я хотел их, конечно, еще просверлить в некоторых местах, чтобы держалось еще за эту стенку. Сейчас он держится вот так, но по конструктивным особенностям, как я считаю, нужно будет сделать еще в одном месте еще один кронштейн. Потому что бак сейчас на излом, на вот эту полку больше давления оказывается. И будет пытаться оторвать. Значит, ту полочку, что оторвало, я все назад приварил. Положил уголки, видите, с этой стороны и с этой уголок. Вот они. Сейчас эти уголки вот такой длины, там тоже они опираются на вот это. То есть я думаю, что ну, какое-то время так выдержит. И сделаю вот сюда еще перемычку и вот здесь вот подвешу. Вот в этом месте. У меня еще будет висеть, потому что эта часть бака, она не подвешена, ее пытаются развернуть. Видите, как все сделано тут, схема? Пытается развернуть. И это не айс. Ну вот лично я так считаю. Ну что, рейс у меня на Якутск. Я качаюсь и поехал. Я уже груженый. Друзья, я обратил внимание, что в последнее время я снимаю больше низководных, чем Хабаровск. Почему? Потому что раньше у меня Хабаровск был отправной точкой, Амур. А сейчас у меня Владивосток отправная точка. А Хабаровск всего лишь перевалочная. Но на всякий случай вам засниму Амур и мост. Как без этого? Это ж традиция. Ладно, друзья, поехали. Прокатимся в Якутск.